И снова доброе утро, наши телезрители. В продолжении утренней программы у нас состоится беседа, в которой мы презентуем песню, новую песню на гагаузском языке, называется «Ватан Севгиси». А исполнит ее наша юная гостья вместе с нами этим утром Елена Иванова из города Чедерлунга. И вместе с нами заслуженный артист Гагаузии Валентин Орманжи. Доброе утро. Доброе утро. Сабах Айросу. Айрос. Ну, придется из уважения к нашей юной гости побеседовать на русском языке. Сегодня мы презентуем новую песню. Какое настроение у вас сегодня перед презентацией? Ну, у меня Леночка? есть такие впечатления, очень, как волнуюсь, яростные такие вот. Прекрасно очень. Ну, это нормально для первого выступления, да, для первого эфира, тем более такая ответственная миссия презентовать песню. Да. Что для вас обоих значит появиться вместе в эфире? Ну, конечно, это дебют для Леночки, это первая ее авторская песня. И мы решили ее в дуэте исполнить, чтобы я поддержал ее на начальном пути, а дальше у нас, конечно, будут сольные композиции. Дальше будем работать, потому что Лена очень талантливая, и мы должны гагаузскому народу показывать наши таланты, чтобы они гордились, что они у нас есть. Расскажите, о чем песня «Ватан Севгиси»? В песне говорится о нашей родине, о том, что не надо забывать свои корни, предков своих, и чтобы никогда не забывали свои традиции. И сейчас многие уезжают с нашего города, и я хочу сказать им, чтобы они никогда не забывали своих предков, народ свой и традиции обязательно. Елена, ваша маленькая родина? Моя маленькая родина, она очень прекрасная, и я горжусь ей очень. Насколько любите ее? Считая то, что я в ней родилась, я уже живу тут 11 лет, и каждый день что-то случается новое. Для меня это необычно. Угу. Валентин, каков посыл данной песни? Во-первых, я, знаете, что работаю давно с детьми. И, конечно, для меня самое важное, чтобы начинать с темы патриотики, чтобы привить любовь к своей родине, к детям, любовь к своему родному языку. И чтобы этот патриотический дух, он и дальше помогал детям продвигаться на своем творческом пути. А песня, как и мы говорили, что песня говорится о том, что надо и традиции свои хранить, и не забывать о своих предках, о своих корнях. То есть это воспевание Гагаузии, поэтому для ребенка, конечно, очень важно воспевать свою родину, показать свой патриотизм и таким образом стать примером для других детей. Что было самым вдохновляющим в процессе создания данной композиции? Дело в том, что я жил около года в другой стране. И, конечно, особенно последний месяц у меня была такая тоска. Поэтому я уже считал дни, чтобы приехать в свою любимую Гагаузию. И на этой почве у меня появилось 4 песни на гагаузском языке. Одну из них мы презентовали с Людмилой Тукан. И ее выпустили к юбилею 30-летия создания автономии Гагаузерим. Вторая песня была исполнена Ангелиной Узун, «Севгили Буджам». Третья «Гагаузия мой рай» Гульнара Батаралиева. И сегодня наш дуэт «Ватан Севгиси» с Еленой Ивановой. То есть это получается, что за год выпущены 4 песни на патриотическую тему. Для меня это рекорд, потому что действительно скоро выходит мой 5-й сборник, и в этом сборнике 4 песни на патриотическую тему и 2 песни о гагаузском народе. То есть это рекорд, 6 композиций, связанных с темой патриотики. Это впервые в Гагаузии, поэтому я горжусь этим и благодарю Бога, что такое вдохновение появилось, что я написал столько композиций о родине. На данную композицию выпустили видеоклип. Это видео лайв. Да, Лайв. Спасибо Сергею Георгиеву, что он
нас поддержал, поэтому мы решили вот как бы и Леночке тоже более комфортно было, вот, потому что она впервые на телевидении, а так там можно было дубли снимать, и как бы она могла раскрепоститься, поэтому мы так решили вот первое видео, чтобы вот видео лайв был. Мгм. Лена, это ваша первая авторская работа? Да, это моя самая первая авторская песня, и я ее решила исполнить вместе с Валентином. Эта песня про Гагаузию, и мне очень хочется спеть ее всем. Yalpacık rüzgar eser atlık canımda, çiçekler türlü renkte açar bu camda. Seni boydan boya sevdim Gagauziyam, söz veririm senden hiç atılmayacağım. Gagauziyam, ayozlu toprağım benim, sen benim yömürkem, benim kuvvetim, kısmetli olsun benim halkım bu yerde. Vatan sevgisi hiç bitmez kalbimde. Dayanıklı halkım senin ruhun çetin, sen koru serbestliğini hem de kalmetin. Sevinç duygusu doldurur benim yüreğimi, unutmam hiçbir zaman kendi köklerimi. Gagauziyam, ayozlu toprağım benim, sen benim yömürkem, benim kuvvetim, kısmetli olsun benim halkım bu yerde. Vatan sevgisi hiç bitmez kalbimde. Gagauziyam, ayozlu toprağım benim, sen benim yömürkem, benim kuvvetim, kısmetli olsun benim halkım bu yerde. Vatan sevgisi hiç bitmez kalbimde. Gagauziyam, ayozlu toprağım benim, sen benim yömürkem, benim kuvvetim, kısmetli olsun benim halkım bu yerde. Vatan sevgisi hiç bitmez kalbimde. Vatan sevgisi hiç bitmez kalbimde. Ну что, познакомились мы с новой композицией на гагаузском языке. Лена, скажите, пожалуйста, что для вас значит исполнять на гагаузском языке в таком музыкальном проекте? Ну, для меня на гагаузском языке я записываю первый раз. И для меня это было как-то чуть-чуть сложновато, но и как харизматично очень было исполнять эту песню. Какие эмоции испытывали, исполняя песню с заслуженным артистом Гагаузии? Ну, я изначально удивилась очень, то, что вот он решил со мной позаниматься и выпускать какие-то песни. Я была этому очень рада. Это первый ваш совместный союз Да, первый. творческий? Да. Ну и как? Как сработались? Отлично, Послушная, я думаю. послушная ученица? Да, будете? послушная. Она, вот я приучаю всем детям, чтобы была дисциплина, чтобы с ответственностью относились к таким проектам, поэтому дети молодцы, они вот слушают всегда и стараются делать так, как им говорят, потому что мы всегда работаем на результат. Какую реакцию ожидаете от слушателей? Я хочу, чтобы наши зрители, улыбнулись хотя бы чуть-чуть, порадовались, начали танцевать под эту песню. Да, самое главное, чтобы песня согревала сердца людей, особенно тех, которые на чужбине, потому что они особо ценят родину, когда вдали находятся, поэтому это такой месседж всем гагаузам, которые проживают в разных странах мира, чтобы они
почаще вспоминали о своей родине, и там тоже хранили и традиции, и наши обычаи. Вот, потому что где бы мы ни были, мы должны хранить свой гагаузский дух. Были ли забавные или особенные какие-то моменты в записи видеолайфа? Ну, конечно, были. Сперва у меня как бы опыт уже есть, а она впервые. Поэтому я говорю, что мы решили видеолайф снять, чтобы она могла раскрепоститься и по дублям это все отснять, чтобы вот ребенок привыкал к камере, вот, потому что сложно, когда первые шаги делаешь. Это даже взрослые иногда приходят на телевидение как-то скованные, а дети тем более. Поэтому мы пытались ее раскрепостить, и вот результат, я думаю, неплохой. Леночка, это первая запись такая музыкального проекта? Да. Ну, у меня еще была одна русская песня. Это, конечно же, она была не моя, но я ее тоже записывала. А как вы чувствуете себя в образе гагаузки, юной гагаузки? Мне вот прям нравится, когда я вот прохожу в национальном костюме, и вот кто-то говорит: ой, посмотрите на нее, она в национальном костюме, вот это красиво выглядит. Вам нравится носить Да. национальный костюм, скажем Да. так? Национальный костюм, Да, там разные узоры, красиво вот. В общем, когда ты сам одеваешься, особенно в национальном костюме, там есть цветочек, есть разные узоры, красивое платьишко. У меня сразу, вот, когда я одеваю этот костюм, у меня сразу в голову приходит одна вот мысль. Так ходили наши предки. И так это считалось раньше очень красивым. А сегодня? А сегодня тоже это считается как народным, красивым. Да, эксклюзивные наряды можно увидеть на артистах. И эти образы, да, еще на наших праздниках можно увидеть. Ну, у вас был такой шанс, исполняя песню, примерить на себя костюм гагаузочки. Это ли первый проект, Валентин, совместный? Есть ли какие-то планы на будущее? На будущее мы планируем сделать более такие современные, танцевальные, так как Лена увлекается и танцами. Хотим ее показать и в этом тоже амплуа, поэтому будем работать после Нового года дальше. И я стараюсь вот продвигать детей из Чедерлунги, поэтому у нас очень много талантливых детей, и о них должны узнать. Вот, и Чедерлунга должна, и Гагаузия гордиться, что такие таланты есть у нас. Поэтому сколько у меня сил есть, я буду дальше продвигать наших детей и прививать им и любовь к гагаузской музыке, и к обычаям, традициям. Вот как Лена сказала, что вот она себя очень комфортно чувствовала в национальном костюме. Вот, главное, что ребенок тянется к этому, это очень важно. И я думаю, вот когда мы продвигаем таких талантливых детей, многие дети берут пример с них, и они тоже хотят как-то проявить свои таланты. Вот, поэтому если музыканты какие-то видят вот, в детях способность, они должны помогать, потому что они дальше будут продвигать нашу культуру, дальше будут хранить наши обычаи и традиции. Валентина, почему так важно создавать, продвигать современную гагаузскую речь в музыкальной композиции? Ну, потому что вы знаете, что сейчас дети в интернете зависают, особенно в ТикТоке. Поэтому мы будем стараться делать такую музыку, которая близко к стилистике ТикТока, но на родном языке, таким образом привить любовь к языку. То есть вот такой у нас появилось такое у нас решение, поэтому я думаю, что оно может сработать. То есть надо все методы использовать, главное, чтобы результат был положительный. Как думаете, песня «Ватан Севгиси» может стать культурным мостом, так скажем, между поколениями? Я думаю, может стать, потому что каждая песня, конечно же, находит своего слушателя. И я думаю, что все песни, которые мы пишем, которые пишутся от души, они все равно находят отклик.
Сейчас очень хотелось бы, чтобы рассказали о данных дипломах, наградах, которые на нашем столе находятся. Но в первую очередь, Лена, наверное, познакомите себя с нашим телезрителем, так как впервые вас представляем. Расскажите немножко о себе. Меня зовут Елена Иванова, мне 11 лет, и я к вам приехала из Чедерлунги. Первая грамота у меня появилась в 1 классе, где я заняла на концерте 1 место. Вот, а также вот у нас 2 диплома здесь. Мы с Леночкой участвовали и в чекировских чтениях, и в селе Казаклия на фестивале «Семьи, любви и верности». Вот, это дипломы Лены, естественно, мои дипломы дома. Вот, поэтому для нас большая честь, что нас пригласили, и такую юную, талантливую девочку пригласили. Вот, потому что такие концерты, фестивали, дети там набираются опыта, и они уже более раскованно себя чувствуют на сцене, по-другому подают. Поэтому спасибо за приглашение. И Управлению культуры благодарим за то, что они не забывают о нас, приглашают, чтобы дети развивались и становились более раскрепощенными. У меня на колонке есть все треки Валентина Арманджи, да. И я вот, когда сажусь за уроки, я слушаю их, и мне они очень нравятся, да. И вот как-то когда вот делаю уроки, я вот часто слушаю, и вот как-то уроки я делаю очень быстро. Да, и вот время незаметно проходит. Валентин, то есть выявляем новые факты. Лена ваша поклонница, получается? Ну да, вы знаете, когда я появился на гагаузской эстраде, очень много людей в социальных сетях писали мне, что наши дети засыпают под ваши песни, растут на ваших песнях. Конечно, мне как автору, как исполнителю, это очень приятно, что дети, которые сейчас увлечены немножко другой музыкой, что вот все-таки как-то отвлекается в их душе гагаузская музыка. Поэтому и я очень рад, что Господь выводит на мой путь таких талантливых детей, которых я стараюсь продвигать, чтобы они их узнали, чтобы они, как я сказал ранее, продвигали дальше нашу культуру. Это очень важно. Угу. Лена, а какие песни слушаете Валентина? Я слушала еще, когда вот Валентин пел с Аней Драгу. Ну, может, даже Гулины песни, которые тоже Валентин написал. Ну и много других. Ну да, я названия не знаю, но слушаю их. Признавайтесь, ваша идея была с Валентином дуэтом исполнить песню? Нет. Нет? Это была идея Валентина, потому что я немножечко стесняюсь камер. И, ну, как-то я скованная, когда вижу, и тем более одна. А так Валентин предложил моей маме, чтобы мы спели в дуэте. Как вы отреагировали? Ну, изначально мне идея понравилась, потому что вот если я с ним спою, может вот во мне что-то разбудится, и я уже сама буду что-то петь. Что-то проснулось? Да. Что? Ну, я уже вот сейчас сижу с вами, вот как-то с Валентином мне не страшно камер. Ну что, старт дан. Лена, дальше чуть попроще будет, да? Никто не говорит, что легко будет, но коль первые страхи уже перешагнули, да, есть поддержка в лице и Валентина, есть поддержка, чувствую, что в лице родителей, значит, все будет хорошо, только надо трудиться, много трудиться. О чем мечтаете? Ну, я мечтаю продвигать, ну вот, записывать новые песни, более такие подвижные. Так как я уже ранее говорила, что я люблю танцевать очень. И я люблю такие подвижные очень песни. И, может, еще что-то хочу исполнять со своей подружкой, может, исполнять какие-то песни. Угу. А что касается вокала, вы обучаетесь вокалу? Да. Где? У нас есть Дом культуры, там, где проходят репетиции по вокалу. И еще я тоже с Валентином работаю. Будем ждать, конечно же, еще новые композиции. Ну, декабрь месяц у нас несет нам новогодние праздники. Конечно же, хотелось бы узнать, очень интересно, как планируете отмечать Новый год? Вообще, я хочу, чтобы Новый год прошел удачно, чтобы все были рады, и чтобы все новогодние мечты были сбыты у всех.
Да, Валентин. вот у нас получается, что программа выходит буквально накануне Нового года, поэтому мы решили видеолайф отснять на фоне елки, что вот праздничное настроение, да, вот людям, что вот такое вот. И, конечно, я желаю в новом году, чтобы в нашей Гагаузии был мир, во-первых, чтобы люди ценили друг друга, уважали друг друга, потому что жизнь очень короткая, и мы должны больше добра делать, чтобы вот каждый человек должен за собой оставить в своей жизни яркий след. Поэтому желаю всем гагаузам, чтобы они ценили каждое мгновение своей жизни, умели радоваться не только в своей жизни, но и за успехи других и друзей. Вот. И чтобы слушали наши песни, чтобы вот когда мы читаем теплые комментарии, да, вот, или при встрече на концерте, когда люди подпевают, это нас стимулирует, это нас вдохновляет, и мы дальше развиваемся на своем творческом пути. Вместе с нами этим добрым утром были заслуженный артист Гагаузии Валентин Орманжи и начинающая талантливая исполнительница Елена Иванова. Провожаем гостей, а программа продолжается.